холодная, но такая красивая часть великой страны. Привет, Коми! Согласитесь, 15 ноября по ощущениям сильно отличается от 15 февраля. В первом случае впереди долгая зима, а сегодня мы уже готовы к встрече весны. Небо все выше и ярче, птицы под окнами все громче и активнее. А в душах северян все чаще расправляют крылья бабочки. Студия 11 всегда готова поддержать хорошее настроение, и вот что мы приготовили для вас сегодня. Олимпийские кольца на Сыктывкарском снегу. Необычная поддержка наших атлетов. «Мама, поскорее веди меня в садик». Как сделать, чтобы ребенок с радостью шел в группу? О чем говорят мужчины? Северинар сходил в клуб для пап. Розовые зайцы и гигантские гусеницы, сухопутные рыбы и длиннолапые тигры. Нет, это не иллюстрация из книги «Алиса в стране чудес». Это снежные скульптуры на площадках детских садов Сыктывкара. Полюбуйтесь на эти проявления родительского креатива. Одна только многодетная семья снеговиков чего стоит. Ну и, конечно, основные идеи для снежных скульптур этой зимой дарит главное спортивное событие года. Олимпиаде в Пекине шлют привет многие детские сады нашего региона. Разнообразные медведи, как наши привычные бурые, так и милые панды Бинь-Дунь-Дунь, символ китайской Олимпиады. Горки, паровозики украшены 5 кольцами, и даже маленькая звездочка встала на лыжи. Представляю, сколько радости у малышей, когда они впервые выходят на такие украшенные родителями площадки. Вообще, создание позитивных моментов, которые связаны с походом в детский сад, помогают максимально легко пройти дорогу под названием адаптация. А что еще могут сделать родители, чтобы малыш с радостью шел в садик уже с первых месяцев его посещения? Для начала послушать рекомендации специалиста. Прежде всего, для себя, наверное, маме с папой нужно задать самый главный вопрос. А нужен нам действительно детский сад? Это во-первых. Во-вторых, когда вы приняли решение по первому вопросу, вы задаете себе второй вопрос. А зачем нам нужен детский сад? И вот только когда вы определились, что вам действительно нужен детский сад, вы начинаете к нему готовиться. Ну, а подготовка у нас состоит в основном из самых основных параметров. Прежде всего, это режим дня. Самое сложное, чего нет у современных деток, у множества современных деток, это режим дня. Во сколько вы встаете, во сколько вы укладываетесь ребенка, как вы кормите ребенка. На сайте любого детского учреждения есть режим дня вашей группы по возрасту. Вы ее открываете, смотрите и постепенно, не сразу с понедельника начинаете, а потихонечку приводите режим дня к тому, который должен быть у деток данного возраста. Самое простое, что если детский сад осуществляет прием детей до 8:30, как положено, да, то, естественно, ребенка вы будете будить всем. Если же вы привыкли вставать в 10 утра, то ребеночку будет очень тяжело. То же самое с прогулкой происходит. Если вы привыкли гулять на коляске в течение 3 часов, да, соответственно, ребенку будет тяжело гулять 40 минут пешком. И не в то время, в которое вы гуляете, естественно. Да? То есть первое – это режим дня, самое сложное, наверное. Второе, на что нужно обратить внимание маме с папой – это питание. Ребенок, который никогда дома не ел свеклу кусочками, не видел винегрет на своей тарелочке, да, соответственно, ему тяжело будет привыкать к этой пище и здесь. Поэтому также обращаемся к сайту учреждения, открываем 10-дневное меню, либо осенне-весеннее, летнее-весеннее. На некоторых сайтах даже можно найти технологические карты, из чего готовят блюда в детском саду. Соответственно, также вы домашнее меню подготавливаете к нашему детскому саду, да, то есть ребеночек привыкал к той еде, которую мы кормим здесь в саду. И третье – это навыки. По возможности, конечно, легче адаптируются те детки, которые уже приходят с готовыми навыками, да. Первое, опять, на что мы всегда обращаем внимание, это наличие навыков ходить в туалет, умение ребеночка ходить на горшок. Дальше идут умения самостоятельно принимать пищу.
держать ложку, держать чашку, элементарно из нее пить, да, есть ложкой. Помимо навыков таких, есть навыки не очень хорошие для нас. То же самое грудное вскармливание. Никто не запрещает вам кормить до 3 лет, отдавая ребенка в год и 4. Но тогда вы планируете это кормление таким образом, чтобы оно не мешало ребеночку ходить в детский сад. Помимо того, что мы готовим ребеночка, идет параллельно готовность самих родителей. То есть мы готовим не только ребенка к детскому саду, но и маму. Мама, которая не доверяет ребеночка воспитателю, будет ребенок тяжело привыкать. Поэтому вы должны, может, не любить, но доверять своему воспитателю, своего ребеночка, чтобы не ходить под окнами, не подсматривать в щелочки, а спокойно отдавать ребенка в детский сад, спокойно работать. Тогда ваш ребенок легко и просто адаптируется в положенные сроки, естественно, с помощью грамотных, хороших педагогов. В родительстве всегда очень важны сбалансированное разделение ролей и взаимопомощь. Радует, что в последнее время папы активно берут на себя все больше функций. Региональный центр психологической помощи семье и детям «Штурвал», который поддерживает приемные многодетные семьи, а также родителей, воспитывающих детей с инвалидностью и особенностями развития, открыл на своей базе клуб «ПАП». О чем говорят мужчины, узнал папа со стажем Северин Арпа. Александр, скажите, пожалуйста, почему решили создать свой клуб? Почему решили? Мне кажется, у мужчин есть некие особенности, выделяющие их от женщин. И это и обусловило то, что мы решили все-таки создаться. Как создавали? Кинули клич в своей группе? Как все это было? Мне кажется, это случилось посредством самоорганизации. Как-то вдруг возникла у всех одновременно идея о мужском клубе. Наверное, все давно хотели объединиться и обсуждать свои проблемы мужские, мужского характера, дабы самая цель наша – семейное благополучие. Если есть и мужское благополучие, то есть и семейное. То есть у вас есть какая-то беседа ВКонтакте, где вы вот сугубо своей мужской компанией сидите и обсуждаете? У нас есть беседа. Мы там обсуждаем все всяческие насущные наши вопросы. Туда в нашу беседу входят как раз папы многодетки, папы приемных детей и папы с детьми, которые ограничены в движении, инвалиды. Вот наш контингент. Как проходят ваши встречи? Что вы на них обсуждаете? Может быть, приглашаете каких-то специалистов? Встречи у нас бывают двух аспектов. Это в рамках клуба «Штурвал» нам приходит психолог. Мы обсуждаем всевозможные вопросы по линии муж, жена, родители, дети, семья, окружающий мир. Психолог помогает нам решить всяческие проблемы, возникающие в этой связи. Второй аспект – это, назовем его, досуговый. Мы ходим вместе в сауну, мы ходим в бильярд, хотим, может быть, еще какие-то спортивные игры, но пока вот только хотим. Вообще сложно собрать пап, потому что у всех, как вы описали, семьи такие особенные. Вы правы, довольно сложно. У нас есть вот человек 10 примерно, но партактив такой, это где-то 4-5. Но мы стараемся, чтобы всех вытаскивать регулярно, в определенные дни заранее, планировать, чтобы мамы отпускали. Мамы отпускают. Как папы изменились, может быть, за вот время существования клуба, после работы с психологами? Говорят ли они что-то о каких-то изменениях вот внутри семьи? Мне кажется, изменения есть. Но, во-первых, мамы стали более позитивно смотреть на жизнь, благодаря тому, что папы стали светлее. Ну и дети, они получают более адекватное воспитание, более приспосабливающее их к жизни. Потому что психолог – это как раз тот человек, который помогает лучше адаптироваться к социальной жизни, как раз трудным детям. А им это только и надо. Ну, кроме любви, конечно. Как папы отреагировали на то, когда вы сказали, что вот мы будем работать с психологом? Ведь у нас вот в России не так принято, чтобы мужчина общался с психологом. Действительно, вы правы. К психологам не принято ходить. Сначала это было отторжение, но потом, когда папа раскусили, что это психолог, это просто помощник тебе в том, чтобы стать лучше, сильнее, внутренне свободнее, получить более лучшее понимание о себе и окружающем мире, то, рассматривая его как помощника, естественно, стало лучше.
Как планируется у вас продолжение развития клуба? Планируете больше приглашать? Могут ли подключиться другие папы? И, может быть, кто-то помогает клубу? Других пап мы планируем, потому что есть уже заявки, желающие. Но мы смотрим, чтобы соответствовали нашим критериям. Мужской клуб – это марка, и мы хотим, чтобы мы были как вот такая большая семья. Вот есть малые семьи, а мы все клуб «Штурвал» и как наш маленький филиал «Мужской клуб» – это большая семья. И мы все должны доверять друг другу. А есть какое-то внимание к вам, вот, к той работе, которую вы делаете, может быть, со стороны властей? Да, имеется, потому что мы, как я уже говорил, существуем под клубом «Штурвал», а этот проект, в котором мы участвуем, проект «Цельная семья», он финансируется за счет средств гранта главы Республики Коми, который «Штурвал» выиграл, и наш мужской клуб вот и функционирует благодаря всему этому. Ну, желаем вам удачи в развитии. Спасибо большое. Мне кажется, для пап отдельным курсом нужно преподавать и основы парикмахерского дела. А то сборы дочек в садик и школу иногда превращаются в настоящую пытку. В особо тяжелых случаях остается только ждать, пока любимая дочурка вырастет и возьмет все в свои руки. В прямом и иносказательном смысле. Как, например, юная немка Милена Дикман, которая выкладывает в свой блог фотографии с невероятной красоты прическами. Сложные конструкции с косами, узелками и разными видами плетениями привели бы в восторг любую диснеевскую принцессу. Милена превратила прически в свое хобби, когда ей было всего 6 лет. А начиналось все с банального плетения фенечек. Сейчас же более 50 тысяч подписчиков следят за творчеством девушки в интернете. Среди них известные стилисты и парикмахеры со всего мира и крупные бренды. Милена монетизировала свое хобби и делает коллаборации с компаниями по производству и продаже париков. Так что, дорогие родители, если ваш ребенок что-то тихонько плетет в уголке, не мешайте ему. Вдруг он вскоре сделает вас миллионерами. Студия 11 замирает в недолгой паузе. Совсем скоро вернемся на экраны, чтобы радовать вас, наши дорогие телезрители. Не переключайтесь. И снова здравствуйте! В эфире информационно-развлекательная «Студия 11». Вот такой будет вторая часть нашей программы. Узнаваемый профиль и слог. Национальная библиотека Коми приглашает в гости поклонников Пушкина. Прощайте, горы, вам видней, кем были мы в краю далеком. Сегодня день вывода советских войск из Афганистана. Это он чуть не погиб в детстве под копытами императорского коня. Это его стихи любил читать Тургенев в качестве лекарства от хандры и депрессии. Это он ввел в обиход множество новых слов, например, машинально, вульгарный, галоши. Это ему обязаны своим именем все наины нашей страны. И, наконец, это он пережил 20 дуэлей и не пережил 21-ю. Речь, конечно же, об Александре Сергеевиче Пушкине. На экспозиции в Национальной библиотеке Коми, освещенной лучами солнца русской поэзии, побывала и наша съемочная группа. Как Пушкин русский язык изменил. В Национальной библиотеке Республики открылась выставка, посвященная творчеству великого поэта. Традиционно в начале февраля Главная библиотека Республики организует экспозицию, посвященную Дню памяти Пушкина. В этом году темой события стало влияние поэта на русский литературный язык. Помимо этого мы старались показать, кто этот язык пытался улучшить для нас. Во-первых, надо, конечно же, сказать о Михаиле Васильевиче Ломоносове. В начале XVIII века он разработал теорию 3 штилей, которой активно светское общество, писатели, поэты пользовались. И оно было также доступно и для простого народа. В дальнейшем Пушкин тоже развивал и пользовался теорией 3 штилей, но тем не менее он ее немного реформировал и привел к более понятному для нас теперешнему русскому языку. Еще в Петровскую эпоху в Россию стали приезжать иностранцы, которые привезли с собой не только свои знания, но и язык.
Так стали появляться заимствованные слова. Постепенно дошло до того, что дворянские дети сначала учились говорить по-французски, а потом только по-русски. Кстати, сам Пушкин знал французский язык настолько хорошо, что одно из лицейских прозвищ его было «француз». Со временем иностранная культура и слова все сильнее проникали в светское общество, и не всем это нравилось. Началась практически языковая война, которая вошла в историю как спор шишковистов и карамзинистов. Об этой борьбе и их лидерах на экспозиции представлен целый блок литературы и статей. Когда он понял, что не надо разделять язык на высокий или на низкий стиль, делить его между языками старорусскими, как предлагал это делать Шишков, и не брать вообще заимствований, Пушкин все соединил, понял, что не надо искать чего-то разного, какой-то крайности уходить, а именно соединить это все правильно и грамотно. И таким образом, посредством своих произведений, он создал, можно сказать, русский литературный язык. На тематической выставке представлены уникальные экземпляры книг, изданных более сотни лет назад, подарочные и миниатюрные издания. Также можно посмотреть предметный ряд работ «Пушкин за работой» из частной коллекции пушкиниста Ивана Свистельника. Эта выставка поможет вам окунуться в литературный мир прошлых столетий и буквально прикоснуться к истории великого и могучего русского языка. И сегодня же в Национальной библиотеке открывается выставка ко Дню памяти воинов-интернационалистов. Совместно с Коми, региональным отделением Российского союза ветеранов Афганистана, были выбраны книги о том непростом времени и фото совсем юных ребят, которых судьба забросила в горячую точку. О тех, кто навсегда вписал в свою биографию слово «афганец» и для кого 15 февраля очень значимый день, мы поговорим с Вадимом Клюпа. Вадим Владимирович, здравствуйте. 33 года уже прошло со дня вывода войск из Афганистана, но также ли крепко сейчас афганское братство? Ну, можно сказать, что ветераны, как и Великой Отечественной войны, также и афганцы потихонечку уходят из этой жизни, их становится все меньше и меньше. Но мы ведем работу и с ветеранами боевых действий Чечни, ветеранами боевых действий в Сирии. Они приходят и участвуют в работе нашей организации. Особенно это можно посмотреть на местах, ну, в городах, в том же Усинске, в Ухте, в Воркуте. То есть мы не отталкиваем людей, хотя прошедших, имеющих боевой опыт и прошедших горнило войны, мы не отталкиваем, а наоборот их пытаемся консолидировать, сплачивать и так далее, потому что, ну, прежде всего, это люди, которые думают, делают все на одной и той же волне. Ну вот сегодня, 15 февраля, какие мероприятия будут приурочены к этому дню? Ну, во-первых, это прежде всего в связи с пандемией у нас будет возложение цветов. Потом открывается в библиотеке. У нас также открыты двери нашего музея на улице Первомайская, 85, где с радостью и воспримут, и особенно будет приятно детям посмотреть на те экспонаты, которые мы собираем у наших воинов. Они приносят сами многие вещи, которые им памятны. Мы их потом, нам дарят эти экспонаты наши друзья с других республик. С того же вот Казахстана нам привезли там форуму, привезли экспонаты. Ну, интересно. Вадим Владимирович, вот раз уж мы заговорили о детях, давайте немножечко порассуждаем на тему преемственности поколений. Как сейчас дети с вами общаются? Ведь об этих событиях рассказывать важно и делать это нужно. Ну, это, в принципе, идет на фоне патриотического воспитания. Да? Если раньше, до пандемии, у нас были открыты двери всех школ, то сейчас, в связи с пандемией, мы, конечно, немножко ограничились в этом деле, поэтому, но активно работает музей, куда приходят дети там небольшими группами, как положено, соблюдая все санитарно-эпидемиологические требования. Во-вторых, мы сейчас ведем уже политику того, чтобы в школы вернулись учители НВП, как раньше было. Это люди, вышедшие из СССР, меня поймут. Да? То есть в школе всегда был человек в погонах, который был олицетворением порядка. Да? То есть, который дети не то что боялись, а уважали. Да?
Сейчас, в принципе, хочется дальше, чтобы вот в школы пошло больше именно людей, прошедших не только там имеющих боевой опыт, но и люди, которые прошли армию, прошли МЧС и так далее. То есть люди, которые бы могли бы в школах показать не только, как заживлять что-то там, да, как раньше было, то есть разобрать автомат, одеть противогаз, и потом полоса препятствий, то есть не только для, там, грубо говоря, кадетов, да, и полоса препятствий для юноармейцев, да, а у нас было это, в принципе, все. Регулярно проводилась игра «Зорница». То есть для детей это было очень интересно. Вадим Владимирович, от лица нашего телеканала мы поздравляем вас с этим праздником. И я думаю, что вашим боевым друзьям вы тоже можете сказать какие-то важные и нужные вещи. Уважаемые боевые друзья, ветераны боевых действий, я поздравляю вас с этим праздником. Это действительно праздник, потому что 33 года назад мы вышли из Афганистана и перестали терять своих друзей. Потом, правда, были другие конфликты, но я хочу вам пожелать прежде всего здоровья, потому что в нынешней ситуации здоровье, прежде всего здоровье не только вам, вашим семьям, чтобы вы всегда были нужны вашим семьям, чтобы к вам относились и на работе, и дома, везде с уважением и обожанием. Спасибо. Эта зима так и тянет на спортивные подвиги и эксперименты. Вот и начальник управления спорта администрации Сыктывкара Михаил Дудников не остался в стороне. В своем дворе он соорудил почти что бобслейную трассу. Ну что, с ветерком? Ну, поехали. Конечно. Попутного ветра, улыбки фортуны, лучей весеннего солнца над головой и в душе. Студия 11 желает вам только хорошего. До встречи, наши заэкранные друзья. Будьте здоровы и счастливы!